Спасибо. Спасибо, группа прославления. Пожалуйста, присаживайтесь. Я приготовил сегодня такую маленькую презентацию, простую. Можно уже включить. Если есть, да. Вот, я хотел бы продолжать говорить о том, что мы уже несколько раз слышали. Es gribu turpināt runāt par to, ko mēs jau vairākas reizes esam dzirdējuši. И вот наша тема, они продолжали неуклонно. Un tad mūsu tēma, ka viņi turpināja Они nemitīgi. постоянно пребывали, написано в книге Деяния, Apustuļu darbos rakstīts, ka viņi 2. глава. patstāvīgi bija, Постоянно пребывали. patstāvīgi nemitīgi В чем? palika. Давайте прочитаем все местописания, следующий слайд. В учении апостолов, в общении, там не видно, но послушайте, преломление хлеба и в молитвах. Был же страх на всякой душе. Много чудес и знамений совершилось через апостолов в Иерусалиме. Все же верующие были вместе, имели все общее. И продавали имения и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме, еще раз пребывали в храме, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и в простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Вот такая картина здоровой церкви. Tā izskatās veselīga draudze. И вот мы уже посмотрели в эти 4 элемента, которые сделали, работали, чтобы церковь была здоровая. Un mēs jau skatījāmies uz tiem 4 elementiem, kuri ir, lai draudze būtu И сегодня veselīga. хочу сделать ударение на пребывание в слове, Un šodien gribu likt uzsvaru uz palikšanu vārdā. что мы могли оценивать важность Слова Божьего в нашей жизни. Lai mēs Это наша varētu тема сегодня. novērtēt, cik svarīgs ir Dieva vārds mūsu dzīvē, un par to Здесь šodien mēs написано, runāsim. пребывали в учении апостолов. Un te rakstīts, ka viņi palika apustuļu mācībā. С другими словами, они пребывали в Слове Божьем. Viņi palika Dieva vārdā. И мы видим здесь, какая огромная нужда у нас есть с вами вместе иметь отношения со Словом Божьим. Un mēs redzam, cik liela vajadzība mums ir, lai ir attiecības ar Dieva vārdu. Постоянно отношения со Словом Божьим. Patstāvīga Слава Богу, palikšana что у vārdā. нас есть доступ. Paldies Dievam, ka mums ir tā В то pieeja. время только в церкви, только в доме, только просто, когда они собирались, они могли слышать или читать Слово Божье. Tajā laikā viņi varēja lasīt un dzirdēt Dieva vārdu tikai tad, kad sanāca kopā. Сегодня у нас есть несколько экземпляров Библии дома, Šodien наверное. mums mājās laikam ir vairāki Bībeles eksemplāri, Разные переводы, dažādi в tulkojumi, разных языках. dažādās У valodās. нас есть Библия в телефоне. Mums ir Bībele telefonā. У нас есть доступ в проповедь, который преподается или, ну, да, в каждое воскресенье, Mums ir pieeja svētdienai, kura tiek sludināta katru svētdienu, среда, trešdienu, пятница, piekdienu, четверг, ceturtdienu, вторник, otrdienu, понедельник. pirmdienu. Каждый день Katru dienu Слово Божье проповедуется. Dieva vārds tiek sludināts. Да? Но летом, наверное, меньше, но Vasarā laikam mazāk, bet в течение учебного года, да, вот мы проповедуем, учим. mācību Слово gadu Божье. laikā mēs sludinam, mācam Dieva vārdu. Но самый главный вопрос, который мы все должны ответить, Bet vissvarīgākais jautājums, uz kuru mums ir вот такой jāatbild, вопрос. Ir Два tāds. вопроса хочу задавать. es vēlos īstenībā uzdot divus Сколько jautājumus. от всего, что мы слышим, имеет эффект в нашей жизни? Это первый вопрос. Pirmais jautājums, cik no tā, ko mēs dzirdam, tam ir efekts mūsu dzīvē? Сколько влияет на нашу жизнь это слово, которое мы слышим? Cik tas ietekmē Или mūsu читаем. dzīvi, tas vārds, ko mēs lasam vai dzirdam? И второй вопрос. Un tad otrs jautājums, Какое отношение у нас есть со Словом Божьим? kāda mums ir attieksme ar Dievu vārdu? Личное, да? Personīga attieksme, Такое близкое отношение, tuvas attiecības дальнее отношение. vai tālas?
ежедневное, ikdienas, ежемесячное. ik mēneša. Понимаете, то есть это очень важный вопрос. Saprotiet, tas ir ļoti svarīgs Потому что jautājums. мы сегодня посмотрим, какой важный элемент в нашей жизни является Словом Божьим. Un tagad mēs paskatīsimies, kāds svarīgs elements mūsu dzīvē ir Dieva vārds. Тогда я сегодня хочу, не знаю, какой следующий слайд, можете, я не помню. Да, прежде всего Tad мы pirmkārt, должны признавать или признать важность Слова Божьего в mums нашей ir жизни. jāatzīst Dieva vārda svarīgumu mūsu dzīvēs. Тогда я сегодня хочу просто так говорить о трех вещах. Да. Un šodien es vēlos runāt par trim Во-первых, lietām. следующее, Pirmkārt, мне кажется, да, важна центральная роль Слова Божьего. ir svarīgi Dieva vārda centrālai lomai. Второе, Otrais, как нам относиться к Слову. kā mums attiekties pret vārdu. И третий вопрос. Un trešais jautājums. Важность, я потом объясню, что имею в виду, это важность систематическое усвоение Слова Божьего в нашей жизни. Un svarīgi sistemātiskā apmācība, iegūšana Dieva vārda mūsu dzīvē. Тогда первое, то есть важность, центральная роль Слова Божьего в нашей жизни. Cik ir svarīgi, ka Dieva vārds ieņem centrālu lomu Мы mūsu сегодня не dzīvē. можем вспомнить все, что Слово Божье производит в нашей жизни. Mēs šodien nevaram visu atcerēties to, ko Dieva vārds rada mūsu dzīvēs. Но Библия говорит, что все было сделано через Слово Божье. Bet Bībelē rakstīts, ka viss ir darīts Всё. caur Dieva Следующий vārdu. слайд. Написано, что вначале было Слово, Iesākumā bija vārds, Слово было у Бога, vārds bija pie Dieva, Слово был Бог, vārds bija Dievs. и все через Него, через Иисуса, через Слово начало быть. Un viss caur Jēzu, caur vārdu iesākās. И без Него ничто не начало быть, Un bez viņa nekā nebija. что начало быть. No tā, kas iesākās. Бог все сделал через Его Слово. Dievs visu ir darījis caur viņa Бог vārdu. продолжает так действовать. Un Dievs turpina tā Все, что darboties. Бог хочет сделать в нашей жизни, Visu, ko Dievs vēlās darīt mūsu все dzīvēm. Бог делает через Слово Божье. Visu Dievs dara caur Dieva vārdu. Слово Божье производит в нас все, Dieva vārds mūsos visu rada. что от Бога для нашей жизни и через нашу жизнь. Kas ir no Dieva, no mūsu dzīvēm un caur mūsu Поэтому dzīvēm. Слово Божье должно быть приоритетом в церкви. Un tāpēc Dieva vārdam jābūt prioritātei. И слава draudzē. Богу, я так считаю, надеюсь, что вы согласны, Es tā lasu, es tā uzskatu, un es domāju, ka jūs piekrītat что, man. ну, я сказал бы, что часто бывают хорошие слова в нашей церкви. Ļoti bieži ir labi vārdi mūsu draudzē. Есть хорошее учение, Ir laba mācība. есть хорошее высказывание о Слове Божьем. Ir labi izteicieni par То Dieva есть нам vārdu. хватает. Mums ir pietiekami. Бог дает нам доступ к этому Dievs Слову. dod mums pieeju vārdam. И хотя и всегда можем больше поставить Слово как приоритет в нашей церкви, Bet vienmēr mēs varam likt vairāk Dieva vārdu kā но это prioritāti mūsu первый draudzē. элемент для любой церкви, которая хочет стать здоровой. Bet tas ir pirmais elements jebkurai draudzē, kura Потому vēlās что kļūt par veselu. все через Слово. Jo viss caur Бог vārdu. говорит, Dievs runā. Бог исцеляет через Слово. Dievs dziedina caur Бог vārdu. ободряет, Dievs iedrošina. Бог меняет, Dievs maina. Бог дает ресурсы, Dievs dod Бог дает resursus. веру. Dievs dod Все было ticību. создано через Слово Божье. Viss bija radīts ar Dieva vārdu. Вселенная была создана Словом Божьим. Visums bija radīts Dieva И даже vārdā. когда человек упал в грехе, Un pat, kad cilvēks krita снова grēkā, было слышно это Слово. atkal mēs dzirdējam šo vārdu. Где ты, Господь Kur tu сказал? esi, kungs, А человек jautāja? получил влечение от Бога, от Духа Святого. Cilvēks saņēma Un atvieglojumu skrielся. no svētā gara no Dieva un Но paslēpās. Господь продолжал говорить. Bet Dievs turpināja runāt. Господь дал обетование. Dievs deva Господь apsolījumus. говорил, что Он будет продолжать работать с человеком. Dievs teica, ka viņš turpinās runāt ar cilvēku. Слово «так говорит Господь» Un vārds, kā saka Dievs, употребляется около 4000 моментов в Слово Божьем. в Dieva Библии. vārdā tiek pieminēts vairāk nekā 4000 Очень важно, когда momentos. Господь говорит. Ļoti svarīgi, tad, kad Dievs Когда runā. Господь нас просит говорить Слово Божие. Kad Dievs mums prasa teikt Dieva Иезекииль vārdu. получил Слово от Бога. Ecihēls saņēma vārdu no И он Dieva. сказал, скажи Un этому viņš костям. pateica,
pateic to И он kauliem, сказал pasaki. слово от Бога. Un viņš teica Dieva vārdu. И кости начали собираться. Un kauli sāka И снова kustēties. произносило Слово Божие. Un atkal teica Dieva vārdu. И жизнь пришла в этих костях. Un dzīve nāca šajos И они kaulos. стали Un живыми. tie kļuva par dzīviem. Тогда Слово Божие – это фундаментальный элемент в нашей жизни. Un tāpēc Dieva vārdam ir tāds pamatelements mūsu dzīvē. Лично для каждого из нас. Personīgi katram no mums. Ваше личное отношение со Словом Божьим. Jūsu personīgas attieksmes ar Dieva vārdu. Ваше ежедневное отношение со Словом Jūsu Божьим. ikdienas И attieksme то, ar что для Dieva всех vārdu. нас вместе. Un arī mums visiem kopā. Что мы могли все слышать это слово, которое Бог говорит. Lai mēs visi varētu dzirdēt šo vārdu, ko Так Dievs говорит saka. Господь, Церковь, Дом Спасения. Tā saka kungs мы слышим. draudzēji pestīšanas nams, Что un мы mēs все dzirdam. вместе могли слышать один голос. Lai mēs visi varētu dzirdēt kopā vienu balsi. Слово Божие нас меняет. Dieva vārds mūs maina. Только одно место Писания. Tikai viena rakstvieta Освяти их истинную Твоею. apgaismo viņus ar Слово savu Твое patiesību, есть истина. jo Tavs vārds ir Да patiesība. мы нуждаемся в это слово, Mums ir vajadzīgs šīs чтобы vārds, спасаться, lai что Бог izglābtos, нас призвал, lai Dievs mūs что aicinātu, Бог нас преображал, lai Dievs mūs что Бог pārveidotu, нас вызвал lai Dievs mūs вызывал. izaicinātu и руководил. un vadītu. Слово производит жизнь. Vārds rada dzīvību. Когда Корнелия видел видение или ангел появился в его Kad доме, Kornēlijs redzēja redzējumu un eņģelis parādījās viņa namā, вот такое переживание, да, кто из нас видел ангел когда-нибудь? tāds piedzīvojums, kāds no mums ir redzējis kādreiz eņģeli. Это просто привилегия уникальная, Tā ir unikāla которая privilēģija. повторялась. Но я думаю, что никто из нас Es nedomāju, ka не kāds видел, no mums, не имел такое духовное переживание mums с ангелом nebija Божьим. tik garīgs piedzīvojums ar Dieva eņģeli. Но несмотря на это такое глубокое, особенное переживание с ангелом, с Божьим ангелом, Neskatoties uz to, ka bija tādi dziļi pārdzīvojumi ar Dieva eņģeli, все-таки нужно, что кто-то пришел и проповедовал слово. bet tomēr ir vajadzīgs kāds, kas nāktu un sludinātu Dieva vārdu. Петр должен был прийти Pēterim vajadzēja atnākt и открывать слово. un atvērt И пока vārdu. слово звучало, Un kamēr vārds skanēja, Дух Святой сошел Svētais gars и nāca, наполнял их, piepildīja viņus, и они спасались, un viņi bija izglābti, когда слышали слово. kad dzirdēja vārdu. Поэтому не забудьте, Un tāpēc neaizmirstiet. все, что Бог хочет сделать в нашей жизни Visu, ko Dievs vēlās darīt mūsu dzīvē и в нашей церкви, un mūsu draudzē, Он будет это делать через Его Слово. Viņš to darīs ar savu vārdu. Ничего, что без Него ничто не начало быть, Nekas, un bez viņa nekas nesākās. что начало быть. No tā, kas iesākās. Да, я сегодня и в конце хочу ободрить вас посвящаться больше к Слову, Un šodien beigās es vēlos iedrošināt jūs vairāk nodoties vārdam. пользоваться каждый момент, который есть возможность Izmantot katru momentu, katru iespēju. пребывать Palikt в Слове Божьем. Dieva vārdā. Второй, Otrais. как мы можем относиться со Словом Божьим? Kādas Или mums к Слову vajadzētu Божьему? būt attieksme pret Dieva vārdu? И снова в Библии просто написано очень таких много таких действий, которых мы можем совершать по отношению к Слову Божьему. Un Bībelē ir aprakstītas ļoti daudz darbības, ko mēs varam veikt attiecībā pret Dieva Псалом vārdu. 118, 119. psalms. больше 25 действий, которых человек может совершать по отношению к Слову Божьему. Ir pieminēta vairāk nekā 25 darbības, ko cilvēks var darīt attiecībā pret Не Dieva только vārdu. читать его, Ne tikai to lasīt, но изучать, pētīt, понимать, saprast, копать, rakt, послушаться, klausīties, принимать Слово, pieņemt vārdu, пребывать в этом Слове, palikt šajā vārdā, размышлять, pārdomāt, практиковать, Практизēt, применить, pielietot, учить, mācīt, проповедовать. Не знаю, sludināt. столько много таких действий, которых мы tik можем daudz dažādas darbības, ko mēs varam veikt совершать по отношению к Слову Божьему. attiecībā pret Dieva vārdu. И Слово Божье показывает нам все. Un Dieva vārds mums parāda visu. Все, что Бог хочет делать через нас, Visu, ko Dievs vēlās darīt caur все, что mums, Бог хочет сделать в этом мире, par visu, ko Dievs vēlās darīt šajā все, что Бог pasaulē, хочет сделать в этом вселенной. visu, ko Dievs vēlās izdarīt šajā Как visumā. Юра говорил в начале, Kā Jūra teica Слово sākumā, Божье показывает нам так, это big picture, это большая картина. Dieva vārds mums parāda lielu bildi. Есть следующий слайд.
где мы видим, как Бог все сотворил, Un nākošajā slaidā mēs redzam, kā Dievs visu ir Человек попал в radījis. грехе, Kad cilvēks nokļuva грехопадение grēkā, человека, bija cilvēka grēka krišanā, искупление через Иисуса Христа. izpirkšana caur Jēzu И Kristu. история продолжается. Un vēsture turpinās. И, к сожалению, очень часто верующие принимают такое решение, да, убегать из мира, Un ļoti bieži vien ticīgie pieņem tādu lēmumu, kā skriet prom no pasaules. ждать, пока Иисус грядет, Gaidīt, kamēr Jēzus nāks, чтобы попасть на небеса. lai nokļūtu debesīs. И, к сожалению, многие верующие просто так и живут. Un, diemžēl, daudzi ticīgi tā arī dzīvo. Они спасенные, Bet neglābtie, и все останавливается там. tad viss tā arī И apstājās. ждут, пока Иисус грядет. Un gaida, kamēr Jēzus Или nāks. пока не умирают. Vai kamēr Потому что nenomirst. цель только попасть на небеса. Jo mērķis ir nokļūt tikai debesīs. Но у Бога есть другой план. Bet Dievam ir cits Не plāns. только спасать нас. Ne tikai izglābt mūs, Не только спасать как нашу душу, как мы очень часто говорим. ne tikai izglābt mūsu dvēseli, kā mēs bieži Бог хочет sakām, спасать все наше существование. bet Dievs vēlās izglābt visu mūsu būtību, Даже наше тело. bet mūsu miesu. Потому что поэтому Иисус умер и воскрес. Tāpēc Jēzus ir nomiris un augšām Что мы могли cēlies. понять тоже, что когда-нибудь мы тоже умрем, но будем воскреснуть. Lai mēs arī saprastu, ka kādreiz mēs paši mirsim un И план augšām Божий celsimies. продолжается, Un Dieva plāns turpinās. пока все Бог восстанавливает. Kamēr Dievs visu atjauno, Пока мы увидим этот Новый Иерусалим, Камер который мы сходит из неба. redzēsim jaunu Jeruzālemi, kas nāk no debesīm. Пока мы будем пережить, участвовать в этом новом небе и новой земле, которую Бог сотворит. Kamēr mēs piedzīvosim un piedalīsimies tajā jaunajā debesīs un zemē, ko Dievs И ir вот о чем radījis. Слово Божье говорит. Lūk, tas ir, par ko runā Dieva Говорит о vārds. прошлом, говорит о настоящее время, говорит о будущем. Runā par pagātni, par šodienu un par И nākotni. говорит о том, что какой роль у нас есть, как верующие в Иисусе Христе, Он в этом плане, который Бог создал для всего Вселенной. Arī runā par to, kāda loma mums ir kristīšiem, kur Dievs radīja visā Вот visumā par to plānu. поймите, что вы здесь не потому, что Бог хочет спасать вас и все. Saprotiet, jūs esat šeit ne tikai tāpēc, ka Dievs vēlās jūs vienkārši Не потому, izglābt. что Бог хочет, чтобы вы пошли на небеса. Ne tikai, ka Dievs vēlās, ka lai jūs dotos Конечно, debesīs. Бог и этого хочет. Protams, Dievs arī to vēlās. Конечно, есть этот, может быть, да, второстепенная цель, Protams, varbūt tā ir tā otršķirīgais mērķis. но Бог желает включить нас в Его план. Bet Dievs vēlās iekļaut mūs savā И Слово plānā. Божье говорит об этом. Un Dieva vārds par to runā. Слово Божье открывает этот план. Dieva vārds atklāja šo plānu. И вот о чем мы молимся, Un lūk, par ko mēs lūdzam. что Бог больше открыл нам, Lai Dievs vairāk mums как atklātu, дальше. kā būs tālāk. И то, что касается в нас лично, нашей жизни. Kas attiecās personīgi uz mums, uz mūsu Есть dzīvi, одно местописание в Псалом 118, ir viena rakstvieta, 119. psalms, по-моему, 105 или 104 стих, будь здоров. Слово Твое, светильник в ноге моей и свет в стезе моей. Это очень классное местописание. ļoti laba rakstvieta. Потому что мы видим на горизонт то, что Бог планирует делать. Jo mēs horizontā redzam, ko Dievs plāno Мы darīt. видим, как народы будут покоряться Господу. Mēs redzam, kā tautas pakļausies kungam. Об этом Библия говорит. Par to runā Bībele. Но мы не можем сразу достигать эту цель. Bet mēs nevaram uzreiz sasniegt to mērķi. У нас есть ежедневная задача. Mums ir ikdienas uzdevums. И пока мы идем туда, Un kamēr mēs dodamies uz to, понимая, что Бог хочет делать в этом мире, saprotot, ko Dievs vēlās darīt šai понимая, pasaulē, как Бог хочет спасать людей в этом мире, saprotot, kā Dievs vēlās glābt cilvēku šai понимая, как Бог pasaulē, собирается восстанавливать все, что человек разрушил через грехопадение, saprotot visu to, kā Dievs vēlās atjaunot to, ko cilvēks ir izjaucis возвращать все, что rezultātā, дьявол украл от atgriezt Бога. visu to, ko Dievs nozaga, Мы идем в этом Sātans мире. nozaga Dievam. Шаг Mēs за ejam шагом. tajā virzienā Мы solis видим pēc далеко soļa. эту цель, Mēs надеемся. redzam tālu šo mērķi. Но un каждый ceram. день Бог показывает и освещает наши степи. Un katru dienu Dievs parāda un dara gaišus mūsu Мне ceļus. нравится вот это выражение, Man patīk которое Дух šīs Святой izteiciens, открыл, что Слово Божие как фонарик,
Ko Svētais Gars man atklāja, ka Dieva vārds ir kā который lukturis, ведет нас день за днем. kurš dienu pēc dienas ved mūs. Каждое решение, Katru которое lēmumu, мы принимаем ko mēs pieņēmām в своей жизни, mūsu в dzīvēm, своей семье, savā ģimenē, по отношению учебы, attiecībā uz по отношению, mācībām, с кем я буду жениться, attiecībā uz to, ar ko по es отношению, с кем я precēšos. буду выходить замуж. Что покупать, что Ko не pirkt, ko покупать, nepirkt, куда идти, куда не идти. kur iet un kur neiet. Бог есть слово от Бога для каждого из нас, для каждого решения. Ir vārds no Dieva katram no mums par katru Что мы lēmumu, не заблудились, lai mēs neapmaldītos. что мы продолжали двигаться туда, где Бог открыл нам, что Он собирается делать с Lai нашей mēs церковью. turpinātos iet tajā virzienā, ko Dievs mums ir atklājis un ko mēs Потому что без этого centīsimies darīt. специфическое, конкретно, можно даже сказать, откровение через слово, Pēc šīs specifiskās atklāsmes ar vārdu мы можем заблудиться. mēs varam apmaldīt. Мы можем выйти из контекста, где Mēs Бог varam хочет нас iziet no tā пользоваться, konteksta, kur Dievs vēlās mūs izmantot, совершая Его великий план для нашей жизни. pildot viņa vareno plānu mūsu dzīvē. Поэтому очень важный вопрос, Un tāpēc ļoti svarīgs jautājums. какое наше отношение со Словом Божьим, Kāda ir mūsu attieksme ar Dievu vārdu? сколько оно двигает, направляет в наших решениях. Cik tā virza mūsu lēmumus? И третий элемент, Un trešais я так elements. называл, можно возвращаться, я забыл, как на русском я писал это, на третий пункт, если можешь возвращаться. Важность, что мы поняли, важность систематическое усвоение, применение Слова Божия. Svarīgi sistemātiski pielietot Dieva vārdu. Слово Божие учит нас, что мы должны верить, Dieva vārds māca mūs tam, kam mums Что мы jātic. Kam mēs ticam? что мы верим о Боге. Ko mēs ticam attiecībā uz Например. Dievu? Par ko? Piemēram, Однажды один человек сказал такую фразу. reiz cilvēks teica tādu frāzi. Я верю, что Бог такой благ, Es esmu pārliecināta, ticu, ka Dievs ir tik labs, что Он не хочет, что никто не попал в ад. un viņš nevēlas, lai kāds nokļūtu ellē. Я верю, что небеса будут намного больше, чем ад. Es ticu, ka debesis būs daudz lielāks И nekā сомневаюсь, elle, что ад существует. un šaubos, ka elle eksistē. Я это говорил в высоком, ну, наверное, вы знаете, кто это говорил, да, один Droši vien руководитель. jūs zinat, kāds to teica, viens vadītājs, Но, дорогой, не важно, что ты думаешь о Боге. bet nav svarīgi, ko tu domā par Dievu. Важно, что Библия говорит о Боге. Svarīgi, ko Bībele par to saka. Понимаете? То есть мы здесь говорим о какой-то крайной ситуации. Mēs šeit runājam par kādu galīgu situāciju. Ужас, что руководитель главной организации христианской в этом мире, Uh, христианская организация в этом мире, Tas Ужас. ir briesmīgi, ja, ka kristīgas organizācijas vadītājs šai pasaulē, который должен знать Библию больше всех, kuram jāzina Bībele vairāk par visiem, говорит, что он сомневается, что ад существует. viņš saka, ka šaubās par to, ka eksistē elle. Сколько это может повредить жизни тысячах, миллионов людей? Cik tāds fakts var ietekmēt cilvēku dzīvēm? Ļoti daudz. Поэтому нам нужно Un tāpēc mums vajag понимать, saprast знать четко, un skaidri zināt, в чем мы верим. kam mēs ticam. Что Библия говорит о Боге, Ko Bībele saka par Dievu? что Библия говорит об Иисусе Ko Христе, Bībele saka par Jēzu что Библия Kristu? говорит о Церкви, Ko Bībele saka O par Svētom draudzi, Duhu. par Svēto garu, о крещении водное, par о ūdenskristību, хлебопреломлении, par Svēto обо всем, что vakarēdienu, мы делаем и par чем мы visu, ko занимаемся, mēs как darām верующие в un ar Иисусе ko Христе. nodarbojamies kā ticīgie Jēzu Kristu. Нужно четко понимать и принимать то, что Библия называет учение апостолов. Vajag skaidri pieņemt un saprast to, ko Bībele sauc par apustuļu mācībām. И написано, что они пребывали в учении апостолов. Un rakstīts, ka viņi palika apustuļu mācībā. Учение апостолов, конечно, это Слово Божие, Apustuļu mācība, protams, tas ir Dieva vārds. но это то, что они поняли, что нужно верить. Bet tas ir tas, ka viņi saprata, kam ir jātic. Что нам нужно сразу понимать, в чем наше упование верой. Kas mums uzreiz jāsaprot, uz ko mēs paļaujamies savā ticībā. Слово, которое употребляется в слово учение, это слово «дидаке» или «дидаче». Un tas vārds par mācībām tiek Можно- izmantots didakē.
можно дальше. Вот, Дидакия – это было систематическое учение апостолов, Tā bija apustuļu sistemātiskā apmācība. через которое все верующие в то время должны пройти. Un tajā laikā visiem ticīgiem vajadzēja iziet caur šo Перед тем, что mācību. они приняли крещение, Pirms viņi pieņema kristības. они должны были учиться. Viņiem vajadzēja mācīties. Они должны были бы как-то слышать, понимать, что они верят. Viņam bija jāsaprot un jādzird, Кто jātic такой tam, Иисус Христос? kas ir Jēzus Kristus. Почему я спасен? Kāpēc es esmu izglābts? Что Бог желает для моей жизни? Ko Dievs vēlās manai dzīvei? Да? И постоянно они обучали церковь в этом учении апостолов, в этом дидакии. Un viņi pastāvīgi apmācīja draudzi šajā didakē, И šajā апостол apmācībā. Павел очень часто говорит об этом. Un apostols Pāvils ļoti daudz par to Он runā. употребляет такое выражение «здравое учение». Viņš izmanto tādu izteicienu kā veselīga Особенно mācība. 1, 2 Тимофея, 1, 2 Тита. Pirmā, otrā Timotejam un Titam Постоянно говорят, он Pastāvīgi говорит о viņš runā важности здравое par учение. veselīgas mācību svarīgumu. Что если есть здравое учение, Ja ir veselīga mācība, значит, что есть нездравое учение. tad ir arī neveselīga И мы mācība. должны быть очень осторожны. Un mums jābūt ļoti Потому что все, uzmanīgiem. что мы верим, Viss, kas mēs ticam, будет повлиять на нашу жизнь. viņš to pārbaudīs mūsu Будет повлиять dzīvēs. на наших Tas поступках. ietekmēs mūsu Будет rīcības. повлиять на совершение Божьего плана для нашей жизни. Tas Для нашей... ietekmēs Dieva Сегодня plānam mūsu dzīvē. Эдик молился Kā šodien Eģiks lūdza за детей наших. par mūsu bērniem. Все, что мы верим, Viss, kam mēs будет ticam, повлиять на наших детей, tas ietekmēs mūsu на наших bērnus, внуков. mūsu mazbērnus. Потому что то, что мы верим, Jo tas, kam mēs это то, что мы ticam, будем передать ir другим. tas, ko mēs nodosim citiem. Поэтому очень важно, дорогие, что мы определились. Un tāpēc, dārgie, ir svarīgi, lai mēs saprastu. Я сказал вам, что когда меня просили о чем молиться, Es pateicu, kad В это man время prasīja, par ko lūgt šajā просто laikā. слово пришло, как Vienkārši nāca стрелка в vārds, моем сердце. tā kā bulta manā Определенность. sirdī. Noteiktība. Определенность. Noteiktība. Нам нужно определиться, Mums vajag Šo būt мы skaidrībā ar sevi, kam mēs какой ticam. наш роль в этом великий план Божий. Kāda ir mana loma šajā varenajā Dieva plānā? Да, и поэтому мы стараемся и будем продолжать стараться, что мы могли объединиться в это учение Un апостолов. tāpēc mēs mācāmies un mācīsimies apvienoties šajā apustuļu mācībā. Имейте в виду, что что-то, которое вы верите, Ņemiet vērā, ka tas, kam jūs ticat, может быть, может не совпадаться с тем, что Бог говорит в Библии. var nesakrist ar to, ko Dievs runā Bībelē. И нам нужно исправить это. Un mums to vajag labot. Допустим, я очень часто слышал такой фразы. Pieņemsim, es ļoti bieži dzirdēju tādu frāzi. Это крест, который Бог дал мне. Tas ir krusts, ko Dievs man ir devis. Это неправильное выражение. Tas ir nepareizs Потому что izteiciens. ваши проблемы, ваши Jo ошибки, Jūsu ticība, jūsu это не крест, kļūda, который Бог дал tas вам. nav tas krusts, ko Dievs jums ir devis. Крест имеет совсем другое значение. Krustam ir pavisam cita nozīme. Понимаете? Иногда мы живем на основании того, что мы верим. Dažreiz mēs dzīvojam pamatojoties uz to, kam mēs ticam. А это крест, который Бог дал мне. Bet tas ir krusts, ko И Dievs Бог man ir дал, devis. никакой крест не дал тебе. Dievs nedevis tev nekādu krustu. Никакая проблема, Nekāda которая, problēma. наверное, является результатом твоих собственных ошибок в этой жизни. Droši vien tas ir tavu personīgu kļūdu rezultāts. Поэтому нужно определиться. Un tāpēc vajag mums Поэтому я noteiktība. вызываю вас, Un tāpēc jūs что мы iedrošinu, izsaucu, и в себе, что мы могли просто объединить наше понимание, lai mēs varētu apvienot mūsu sapratni наше вероисповедание. par mūsu ticības izpausmi. Апостол Павел тоже употребляет очень интересное слово. Apsols Pāvils izmanto vienu ļoti interesantu vārdu. Следующее, Римлянам 6:17, по-моему. Romiešiem 6:17. Но слава Богу, благодарение Богу, что вы, быть прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. То есть здесь написано какой-то образ. Šeit rakstīts par kādu Učenie. tēlu, par mācības tēlu Это veidu. похоже на эту идею о дидаке, о которой мы Tā говорили. ir līdzīga tai idejai didakē, par ko mēs runājām. Да, образ это как будто что-то, которое у всех должно быть. Tas tēls veids ir tas, kas visiem jābūt. Образ.
tēls. Это как... кто работал когда-нибудь в типографии? Kāds kādreiz strādāja tipogrāfijā? Сделали varbūt? один такой элемент, Un и, vienu да, как elementu называется вот это? Образец. И потом все бумаги пошли uztaisīja, одинаково. un pēc tam viens pēc otra papīri Да? aizgāja. Но нужно было работать в этой металлической, да, форме, Bet vajadzēja strādāt šajā metāliskajā formā, чтобы все газеты lai visas прошли avīzes через то же izietu самое. caur Образец. to pašu paraugu. Понимаете? Saprotiet? То есть нам нужно вот этот образ, чтобы мы могли верить похоже. Mums vajadzīgs šīs tēls veids, lai mēs varētu ticēt, Как монетка, когда сделают, kā monētiņu, kuru izdara. все имеют одного и то же самый образ. Visiem ir viens un tas pats veids. Потом они отличаются. Pēc tam tie atšķirās. Одна монетка больше употребляется, Viena monētiņa Меньше vairāk tiek употребляется. izmantota, cita но mazāk, они все похожи. bet visas tās ir И līdzīgas. я верю, что Дух Святой хочет помогать нам в этом, Un es ticu, ka Svētais Gars vēlās mums palīdzēt что мы tajā, могли понимать, изучать, lai mēs varētu saprast, Определить. pētīt, noteikt, что такое учение апостолов. kas ir apustuļu mācība. Потому что Павел говорит, что Библия говорит, что есть учения бесовские, Jo Bībelē arī saka, ka ir sātanu есть mācība, учение фарисейского, ir farizēju mācība, есть учения или заповеди человеческие. un arī ir baušļi un mācība Вот no Иисус сам cilvēkiem. говорит, Jēzus pats par to что saka. есть учение фарисейское, Ir farizēju есть mācība, учение человеческое. ir cilvēku И mācība, даже есть учения, которые вообще не от Бога. un pat mācība, kas pavisam nav no Dieva. Тогда нам нужно различить, Tāpēc mums vajag atšķirt, понимать, saprast, разделить, atdalīt, что от Бога, kas ir что no учение Dieva апостола является, un kāda ir apustuļu и что mācība, от человека. un kas ir no Ну, сегодня cilvēka. мы пели, да, разруши наши традиции, наши Šodien mēs амбиции, да. dzirdējam, iznīcina mūsu tradīcijas, ambīcijas. Традиция – это хорошая вещь. Tradīcija ir laba lieta. Мы любим традиции, правда? Mums patīk tradīcijas, То vai есть ne? каждый народ, каждая страна Katrai имеет свои tautā, традиции. katrai Это неплохо. valstī ir sava tradīcija. Но в церкви, когда традиция занимает место Слова Божьего, Bet draudzē, ka tradīcija aizņem Dieva Тогда vārda проблема. vietu, tā ir jau problēma. когда наши амбиции Kad mūsu ambīcijas кричат больше, чем то, что Слово Божье говорит. skan Тогда это skaļāk nekā runā Dieva опасно, vārds, да? tas ir bīstami. Поэтому, дорогие, Un о чем tāpēc, идет речь сегодня? par ko šodien mēs runājam? Сегодня идет речь о том, что мы должны вместе работать, Šodien runa ir par to, ka mums Вместе jāstrādā изучать. kopā jāpēta, вместе собираться. kopā jāsanāk. Я хочу просто вас ободрить, участвовать Es vienkārši gribu в всех этих iedrošināt, мероприятиях, piedalīties visos šajos pasākumos, где мы будем молиться вместе. kur mēs lūgsim kopā. Потому что это очень важно для нашей личной и общей духовной жизни. Jo tas ir svarīgi mūsu personīgai un kopīgai garīgai dzīvei. Определить, Noteikt. принимать и Pieņemt применить в нашей un жизни pielietot mūsu dzīvē. то, что Слово Божие говорит To, ko Dieva нам. vārds mums saka. Последнее местописание, и Un pēdējā помолимся, rakstvieta, tad lūgsim. написано в Якове, Jēkabā 1 главе, ir 22 rakstīts, стих. «Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя. Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Но кто вникнет, да, в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, вот это слово повторяется, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии. Аминь. Я думаю, что мы все здесь хотим быть блаженными в действиями нашими. Es domāju, ka mēs visi gribam būt svētīti savās Действительно, darbībās. мы желаем, чтобы Бог нас благословил Un ja mēs patiešām vēlamies, lai Dievs mūs и дал нам svētītu успех un dotu mums в всех наших veiksmi делах, visos mūsu darbos, всех наших предприятиях, всех visos наших, mūsu iesākumos, что от Бога. ka
ka tas ir no потому что Dieva, мы получаем это jo слово. mēs saņemam šo vārdu. Поэтому поставь приоритет в нашей жизни. Un tāpēc liksim mūsu dzīvē prioritāti. Пусть слово будет приоритетом в нашей жизни. Lai vārds ir prioritāte mūsu Аминь, что dzīvē. мы имели близкое отношение со словом, Lai mums ir tuvas attiecības ar vārdu. что мы поняли, как важно, когда слово проповедуется, Lai mēs saprastu, cik ir svarīgi tad, kad Что ir мы могли sludināts Dieva участвовать. vārds un varētu tajā Приходить. piedalīties, nākt. Дорогие, я это повторяю, не знаю, 50 раз уже Es сказал. jau laikam 50 reizes to atkārtoju. Один раз в неделю Vienu reizi nedēļā. не хватает. Tas ir maz, Не nepietiek. хватает. Tas Для вашего nepietiek. духовного развития. Jūsu garīgai Не izaugsmai, хватает. attīstībai, tas nepietiek. Потом, когда будем говорить о общении, Pēc tam, kad о runāsim par молитвах, потому что будем sadraudzību, мы par поймем, lūkšanu что grupās, mēs sapratīsim, нам нужно больше. ka mums vajag vairāk. Один раз в неделю не хватает. Vienreiz nedēļā nepietiek. Это анемия духовная. Анемия. Это болезнь. Tā ir garīgā anemija. Поэтому я ободряю вас поставить приоритет Слово Божие на первом Tāpēc месте. iedrošinu нашей likt Dieva жизни. vārdu kā prioritāti mūsu dzīvē. Аминь. Amen.